Здравствуйте, меня зовут Екатерина Абдулаева. Я рада представить вам новый телевизионный проект благотворительного фонда «Харасхал». В каждом выпуске мы будем знакомить вас с работой фонда, яркими событиями и интересными людьми. Так что удобнее устраивайтесь перед своими экранами, мы начинаем. Почти во всех странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание для взрослых, что дети нуждаются в заботе и защите. В этот праздничный день благотворительный фонд «Харасхал» подготовил насыщенную программу для детишек, родителей и своих почетных гостей. По традиции праздник начался с приятностей в виде подарков. Во-первых, на территории инкоцентра появилась новая специализированная детская площадка. Во-вторых, учредители «Харасхала» вручили фонду ключи от машины УАЗ, чтобы фонд мог расширить фронт своей работы в ближайших районах Якутии. Сегодня праздник, а на праздник без подарка не ходят. Позвольте вручить директору фонда Вере Петровне Тушкевич ключи от автомобиля УАЗ. Чтобы наш фонд еще больше работал не только в городе Булунов республики и делал свое доброе дело как благотворительный десант. После всех поздравительных речей начался праздничный концерт, подготовленный инклюзивными творческими студиями города Якутска. С ребятишками играли аниматоры и веселые клоуны из цирковой студии «Доктор Клоун». А тем временем официальные гости праздника прошли в здание фонда, где смогли познакомиться, чем и как живут воспитанники фонда. Очень давно знаю творчество детей-инвалидов и наблюдаю за фондом «Харасхал» достаточно продолжительное время с момента его основания. Конечно, те мероприятия, которые проводит сегодня фонд и объединяет вокруг себя те общественные организации, которые занимаются детьми-инвалидами, семьями с детьми-инвалидов, это очень хорошее направление. На самом деле оно приносит серьезные результаты. И мы данный фонд будем поддерживать и объединять наши бизнес-структуры, общественные организации вокруг этого фонда. И считаю, что те сегодня наработки, которые у фонда есть, их надо расширять, продолжать. И, конечно, с детьми нужно заниматься. Вот так ярко и весело начался новый солнечный и теплый месяц для фонда «Харасхал». Инклюзивная медиаанимационная студия «Чудеса кино» благотворительного фонда «Харасхал» работает уже второй год. Смотря на то, с каким удовольствием и интересом детишки творят мультфильмы, руководство студии решило организовать первый республиканский мультипликационный фестиваль для детей «Чудеса кино». Работы участников принимались с 25 по 30 мая. За этот период было получено около 50 заявок из разных уголков нашей республики. Несмотря на то, что фестиваль был запланирован как республиканский, заявки на участие также поступили из города Красноярск и Санкт-Петербург. Мне кажется, надо развивать именно детскую мультипликацию, потому что она такая незатейливая вроде бы, да? И некоторым может показаться даже примитивно. Но со временем эти же дети будут потом мастерами. В этот день в зале собрались не только участники фестиваля и их группы поддержки, но и ребята, которые просто любят мультики. Не ожидала столько много участников и столько много
детей рисуют мультики у нас в республике, да, и мы очень надеемся, что наш фестиваль, благодаря поддержке кинотеатра «Центральный», будет еще, как говорится, ежегодным. Вот. Награждение счастливчиков проходило в лучших традициях «Оскара». Для начала показывали отрывки мультфильмов номинантов. После на сцену поднимался член жюри с конвертом и под барабанную дробь оглашал победителя. В номинации «Музыкальный ключ» победителем становится мультипликационная работа «Ты да я». Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино», город Иркутск. Заключительным аккордом раздачи призов стало награждение лучшего из лучших – гран-при фестиваля. Его удостоилась работа ученика средней школы номер 7 Кутана Алданского улуса Клима Николаева. Гран-при фестиваля «Чудеса кино». Ну, хочу стать режиссером, можно сказать. Снимать фильмы. Ну, я больше всего постановщик, не сценарист. У меня хорошо получается спецэффекты. Компьютерные и спецэффекты, визуальные, то есть. Я очень жду, чтобы они все могли, скажем так, в Москву пойти, да, там мы могли их показать. Если фонд Харасхал сейчас, скажем так, дальше захочет работать, да, то есть на всю Россию, это было бы очень хорошо. Была бы большой поддержкой якутскому кинематографу. Мы всегда рады каждый год предоставлять бесплатно наш кинотеатр фонду Харасхал. На такой приятной ноте закончилась церемония награждения победителей, вдохновив присутствующих и участников на дальнейшую работу, чтобы в следующем году достойно представить свои творения уже на втором ежегодном республиканском детском мультипликационном фестивале «Чудеса кино». Семья, воспитывающая ребенка с нарушением развития, часто находится в изоляции от общества, из-за чего члены семьи пребывают в хроническом стрессе. Специально для таких ситуаций была организована интегрированная школа для родителей и детей «Ласточка». Интегрированная школа для родителей и детей «Ласточка» благотворительного фонда Харасхал работает уже третий год. За этот период было организовано 9 смен. На каждую смену набирается около 30 участников. Каждая смена «Ласточки» длится ровно 1 неделю. Каждый день участников школы по-своему интересен. С ними занимаются психологи, проводят различные тренинги, они ездят на экскурсии, встречаются с интересными людьми, ну и просто отдыхают душой и телом. «Ласточка» работает не только в Якутске, но и по улицам Якутии. С 14 по 19 июня на территории этнографического комплекса Чучур-Муран проходила 6-я семейная интегрированная школа «Ласточка». В течение этих дней семьи со своими детьми проводили незабываемые и полезные дни. За этот короткий период они научились не только правильно общаться со своими детьми, но и открыли новые грани развития своих детей. Многочисленные мастер-классы, тренинги, выездные культурные мероприятия сплотили и укрепили семьи. Нет у нас такого, чтобы дети отдельно что-то делают, родители отдельно что-то делают. Все мероприятия, все вот реабилитационные какие-то услуги получают все, и родители, и дети. И наша одна из больших целей – это совместная деятельность, где работают вместе и ребенок, и родитель. Одним из интереснейших и запоминающихся занятий была песочная терапия под руководством психолога Светланы Фроловой. Ежедневно семьи в прямом смысле слова играли в песочнице, строя свой мир с помощью различных подручных средств. Ребеночку сложно вербализовать то, что накопилось внутри, накопилось в душе, какие-то там внутренние конфликты. И очень легко это получается на песочке с фигурками. Детки как рыбки в воде плавают, им там хорошо, вот, и состояние улучшается, на душе становится спокойно, хорошо. И мамы, папы, бабушки, дедушки тоже отдыхают таким способом. В каждом сезоне «Ласточки» есть свои изюминки. В этом году это стало обучение созданию семейной книги. В
В течение всего сезона каждая семья фотографировала и вела маленький дневник впечатлений. Итогом плодотворной работы в течение всех 6 дней стал выпуск книги семьи «Ласточка». Книга была составлена под чутким руководством гостя из Санкт-Петербурга, психолога Марины Бойковой. Я была поражена, что вот это настолько насыщенно. Они делали все. Они играли с песком, они ходили на экскурсии, они снимали мультики, они ходили в спорткомплекс. То есть вот даже если посмотреть сейчас вот по книге, там просто вот каждый день. Было столько впечатлений. У меня было своих 2 здесь. Вот, и мы каждый день фотографировали, каждый день смотрели. И это было вот как будто мы бы вообще поллета прожили уже за эти 4 дня. Поэтому, конечно, здорово. Многие семьи после сезона «Ласточки» признавались, что за неделю они сделали столько для развития и улучшения взаимоотношений, сколько не делали за все время существования их семьи. Ну, во-первых, конечно, моему сыну это общение, социализация и, конечно, веселый отдых. Конечно же, это в первую очередь это общение, знакомство. Вот вокруг все позитивнее, добрые все. Вот радость детей, они вот. Ну нет слов вообще. Ой, полнейший восторг, потому что очень все понравилось. И я думаю, вот то, что мы здесь получили, мы больше нигде не сможем получить. Поэтому, естественно, это уникальный абсолютно лагерь и очень полезный для родителей и для детей. «Ласточка» зарекомендовала себя с лучшей стороны, поэтому с каждым годом желающих попасть в лагерь растет. Поэтому, если вас заинтересовал лагерь «Ласточка», обращайтесь за справками в благотворительный фонд Харесхал. На этом наш первый выпуск подошел к концу. Надеемся, он пришелся вам по вкусу. Ну а пока мы прощаемся с вами до следующего выпуска. До свидания!